Если я взяла участок и прошло 3 года, я им не занималась, отберут ли у меня ее автоматически и каков процесс отчуждения? Здравствуйте, Вера Петровна. Действительно хороший вопрос, но ответ следующий будет. Потому что через 3 года вы обязаны, если получили гектар, вы обязаны будете подать декларацию. А если вы не подаете декларацию вовремя, то это будет сигнал для муниципальных госорганов и государственных органов надзора, да, о том, что освоен, не освоен данный земельный участок. Поэтому будут проверки с выездами, будут смотреть, что там, кто как использует свой участок, дальневосточный гектар. Просто по истечении 5 лет у вас договор просто прекратится. Если вы его не использовали, никаких изъятий и так далее. Просто договор сам по себе прекратится срок существования. И вы, если не подадите до истечения полугода заявление на предоставление в собственность либо в аренду. Потому что они будут смотреть именно по декларации, по использованию. Вот и все. В начале, получается, месяца, да, я подавал заявку на оформление своего дальневосточного гектара. Я представляю Жиганский улус, и получается, да, через 20 дней мне позвонили с администрации улуса и сказали, ну, в смысле Тяхтюрского улуса, да, где я выбрал землю, и сказали, что в данном месте уже строится чей-то другой дом, и эта земля уже чья-то другая. То есть, получается, если у меня нет возможности выехать, смотреть тут, непосредственно самому эту землю, да, как можно выйти из этой ситуации? Есть ли какие-нибудь обновленные данные картографии или же получать актуальные данные без езды до этого участка? Спасибо. Здравствуйте, Нергунин Иннокентьевич. Да, действительно, в первый момент, когда вот в октябре начали подавать заявление, у нас были те случаи, когда неправильное отображение на федеральной информационной системе, публичная кадастровая карта была смещена, некоторые участки были смещены. Из-за этого происходили и происходят такие случаи по отказу. Но уполномоченные органы действительно отказывают по основаниям, которые у человека есть на данном земельном участке право некое. А когда люди подавали по гектару, к сожалению, это, на их взгляд, это было пустым, и поэтому приходили такие отказы. И при таких случаях рекомендуем гражданам подавать заявление повторно. Такой вопрос еще один, да, получается. Если, допустим, я все-таки возьму землю, да, получается, не возле дороги, да, а где-нибудь чуть дальше и без инфраструктуры, и получится так, что у меня там будет болото какое-нибудь, да, или лес, можно ли будет отбить деньги, ну, в смысле, с помощью государства, да, на рекультивацию или же сделать инфраструктуру? То есть, если я построю дорогу, можно ли сделать так, чтобы мне возместят мои расходы? Спасибо. Все расходы, которые вы понесете при освоении земельного участка, они возмещаться каким-то госорганом или муниципальным органом не будут. Это освоение уже за счет своих средств и для себя. Я живу в многоквартирном деревянном доме. При нем есть участок. Могу ли я его оформить как дальневосточный гектар? Евгения Андреевна, здравствуйте. Если вы спрашиваете земельный участок, он находится в населенном пункте, и это город Якутск, либо из 26 населенных пунктов, которые мы определили как территории нельзя, то, к сожалению, там получать земельные участки нельзя. А если вы вне этих 26 населенных пунктов, которые мы отметили как территорию нельзя, вы можете получить на таких населенных пунктах земельный участок. Главное, чтобы вид разрешенного использования земельного участка был определенным из вида, который установлен в градостроительной документации этих населенных пунктов муниципальных образований. У меня на данный момент сейчас нет прописки. То есть она была, но дом, в котором я была прописана, уже снесли. Так как сейчас идет оформление документов на новый дом, и это займет очень много времени, могу ли я подать документы на получение гектара? Екатерина Николаевна, здравствуйте. Если у вас есть в паспорте отметка, что вы зарегистрированы и вы не выписывались до сих пор, то вы претендуете на получение дальневосточного гектара, потому что в данном законе сказано, что гражданин имел просто регистрацию на данное время.